Здание Национальной картинной галереи по адресу город Сухум, улица Пушкина, 8, уже год является предметом судебного разбирательства. В августе 2024 года арендатор здания, компания «Строймонтаж-сервис 492» в лице генерального директора Аргун Асмат Георгиевны обратилась в арбитражный суд с иском об истребовании имущества, а Министерство культуры со встречным иском о признании договора аренды недействительным. Спустя год в связи с привлечением Национальной галереи в качестве ответчика судебное рассмотрение начинается сначала. Согласно данному исковому заявлению, как утверждает истец, 13 сентября 2021 года между Министерством культуры Республики Абхазия и ООО «Строймонтаж-сервис 492» был заключен договор аренды двухэтажного здания из литера А общей площадью, полезной площадью 769,74 квадратных метра, расположенного по адресу город Сухум, улица Пушкина, номер 8. Договор аренды надлежащим образом 28.09.2021 года был зарегистрирован в Государственном комитете по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Абхазия за регистрационным номером 27. 05.11.2021 года «Строймонтаж-сервис 492» было выдано охранное обязательство за номером 102 по недвижимому объекту историко-культурного наследия. Согласно условиям данного договора аренды, арендодатель передает, а арендатор принимает в пользование владения вышеуказанное имущество. Однако в нарушении условий договора аренды арендодатель Министерства культуры Республики Абхазия без разрешительных документов соответствующих государственных органов и согласия арендатора производит строительные работы на арендуемом объекте, в частности разрушена часть арендуемого объекта. Представители Министерства культуры Абхазии подали встречный иск о признании договора аренды недействительным. О существовании такого договора в министерстве узнали только летом 2024 года. Оказалось, что в ведомстве нет никаких документов, подтверждающих передачу объекта в аренду в 2021 году. А договор, предоставленный арендатором, Минкульт считает незаконным. Согласно пункту 1 статьи 20 Закона Республики Абхазия об историко-культурном наследии, следует, что все договоры и сделки по передаче прав пользования, аренде, либо собственности на объекты историко-культурного наследия подлежат регистрации государственным органам охраны историко-культурного наследия и вступают в силу после регистрации. Договор, заключенный между Минкультом и ООО «Строймонтаж-сервис 492», а также охранное обязательство номер 102 по недвижимому объекту историко-культурного наследия от 05 ноября 2021 года, выданный Минкультом в лице министра Агерба ГН, директору ООО «Строймонтаж-сервис 492», не были зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия. Еще одним основанием для признания договора аренды недействительным, по мнению Министерства культуры, является тот факт, что «Строймонтаж-сервис 492» ни разу не оплатил аренду. Арендатор обязан своевременно вносить арендную плату за пользование имуществом. Размер арендной платы был установлен договором аренды. Акт приема передачи был подписан, однако арендаторам не исполнялись обязательства по оплате арендных платежей с момента подписания договора и акта приема передачи. В договоре аренды указаны банковские реквизиты бюджетного лицевого счета Министерства культуры. Поступление средств от приносящей доход деятельность на указанный счет невозможно, поскольку для перечисления арендных платежей необходимо было указать лицевой счет по спецсредствам Министерства культуры Республики Абхазия. Таким образом, арендатор не связывался с арендодателем более 2,5 лет для исполнения своих обязательств по оплате арендных платежей, вытекающих из договора, несмотря на то, что место расположения Минкульта ему было известно, а лишь обратился с первым письменным обращением в 2024 году. Министерство культуры Абхазии также настаивает, что в договоре аренды была указана ненадлежащая оценочная стоимость объекта – 1 миллион рублей. Исходя из этой суммы была определена и арендная плата в размере 120 тысяч рублей в год. Была проведена оценка фирмой, ООО «Оценка и аудит», где рыночная стоимость объекта вышеуказанного составляла 4 миллиона 300 тысяч рублей, однако в договоре аренды указана стоимость в размере 1 миллион рублей. Представители компании «Строймонтаж-сервис 492», адвокаты Кристина Габелия и Тея Чагунава, в качестве возражения к иску Министерства культуры отметили, что 3-летний срок исковой давности истек в прошлом году. Мы считаем, что для предъявления таких требований уже срок исковой давности истек, поскольку сторона сделки Министерства культуры, как государственный орган, и
подпись министра на тот момент Агрба сторона не оспаривает. То есть он был уполномоченным лицом, он подписал этот договор и акт приема передачи. Вручены были эти документы нашему доверителю, который пошел и зарегистрировал договор и акт приема передачи в госком имуществе. И считается, с этого момента началось исполнение, поскольку все это имущество было передано именно 13 сентября 2021 года. И все это зафиксировано, зарегистрировано. С этого момента началось исполнение этого договора. И 3 года, соответственно, истекли 3 года 13 сентября 2024 года. Получается так. Вы считаете, что срок исковой давности по встречным исковым требованиям истек? Да. Мы говорим о том, что подтверждением того, что данный договор не был исполнен, являются 3 основания. Первое основание то, что несмотря на то, что был подписан акт приема передачи, в действительности имущество не было передано, что подтверждается в том числе и иском, который мы сегодня в настоящее время рассматриваем, а также неисполнение обязательств по оплате арендных платежей. И кроме того, мы говорим о том, что отсутствие регистрации договора аренды, охранного обязательства государственным органам охраны историко-культурного наследия. Вместе с тем, статья 181 говорит о том, что срок иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение 3 лет со дня, когда началось ее исполнение. Мы считаем, что несмотря на то, что есть договор и акт, сделка на самом деле не была Вы исполнена. считаете, что передача имущества не была осуществлена? Да, Еще раз подскажите, почему вы так считаете? Потому что имущество находится во владении у истца по встречному иску Минкульта. Представители арендатора подчеркивают, что не оплачивали аренду не по своей вине. В договоре были указаны неправильные реквизиты. Дело в том, что в связи с тем, что в договоре аренды были указаны некорректные реквизиты счета, платеж не прошел. Так. Вот. Впоследствии уже была переписка между Министерством культуры и обществом, в соответствии с которым общество говорило о том, чтобы внести соответствующие изменения в договор, чтобы производились соответствующие платежи. Более того, был открыт депозитный счет, где были В зачислены... каком году? Это все уже в 2024 году. Да. Да. Первый раз. Первый раз апрель 2022 года. Да, потом депозитный счет 24. Да, в 2024 году, соответственно, также было направлено письмо в Министерство культуры о том, что есть депозитный счет, где лежат все денежные средства за данный период времени, но впоследствии уже непосредственно пошли уже иски в суд, и, соответственно, у нас нету данных для того, чтобы произвести эту оплату. Ваша честь, что касается заявления истца о том, что первая попытка оплаты арендных платежей была ими осуществлена в 2022 году, Министерство культуры об этом не знало, то есть соответствующая сторона не обращалась в Министерство культуры, они сейчас ссылаются на то, что реквизиты были указаны неверные, так как это был не спецсчет Министерства культуры, однако, опять же, не было обращений к Министерству культуры по поводу того, что денежные средства не поступают на счет. Что касается попыток перечислить весь остаточный платеж, начиная с момента заключения договора, так как они должны были оплачивать арендные платежи не позднее 31 декабря каждого года, соответственно, в 2024 году к нам обратился «Строймонтаж-сервис» и предоставил информацию о том, что был открыт депозитный счет, однако Министерство культуры на тот момент не располагало информацией о заключении договора. Соответственно, в дальнейшем мы запросили договоры у гоского имущества, нам был предоставлен договор, и ссылаясь уже на изученный договор, Министерство культуры вызвало сторону. Путем переговоров было установлено, что Министерство культуры данные платежи принимать не будет, так как целевое назначение имущества – это размещение там национальной картинной галереи, и данный объект в аренду сдан быть не может. Позицию Национальной картинной галереи представила адвокат Ялса Миканба. Вышеуказанные обстоятельства о том, что договор аренды на сегодняшний день не соответствует требованиям законодательства, а именно закону об историко-культурном наследии и подзаконному нормативно-правовому акту инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности и содержания объектов историко-культурного наследия, данный договор аренды является ничтожным. Ничтожность
всего очевидно, поскольку при сдаче объекта историко-культурного наследия должен был быть заключен охранно-арендный договор, который утвержден постановлением Кабинета министров. В данном же случае речь идет о договоре аренды. Соответственно, ничтожный договор он не повлек каких-либо обязательств для сторон, правовой эффект не возник в результате заключения сделки, ни у «Строймонтаж-сервис», ни у Министерства культуры не возникли обязательства по указанному договору. Соответственно, у Министерства культуры отсутствует обязательства о нечинении препятствий. На сегодняшний день он является собственником объекта. Соответственно, мы считаем исковые требования незаконными, что есть отсутствует законное основание для предъявления указанного искового заявления в суд. Адвокаты «Строймонтаж-сервис» 492 Тея Чагунава и Кристина Габелия озвучили возражения к позиции представителей картинной галереи. Естественно, мы не согласны с этими доводами. Мы считаем, что наш договор законный. И по поводу того, что этот договор не прошел регистрацию, и охранное обязательство не прошло регистрацию, хотим сказать, что согласно действующему законодательству, инструкции и другим законам, на которые ссылаются наши оппоненты, обязанность произвести регистрацию охранного обязательства как раз лежит на государственном органе. То есть государственный орган, в данном случае Министерство культуры, является сильной стороной, а ООО «Строймонтаж» является слабой стороной. И регистрация этого договора и охранного обязательства полностью лежит, эта ответственность лежит на Министерстве культуры. И предъявлять претензии нам в том, что мы не прошли такую регистрацию, поэтому договор является незаконным, это несостоятельный довод. Нашим обществом были произведены соответствующие отметки в договоре, поэтому мы считаем, что сегодня перекладывать на нас свои какие-то моменты, что было сделано не в соответствии с действующим законодательством, с их внутренней инструкцией, это не совсем правильно. Поэтому мы сослались на статью 10 Гражданского кодекса. Мы считаем, что наш иск обоснованный, при этом иск стороны не обоснованный. Ни один отдел, соответствующий, который должен был отвечать за регистрацию данного договора, не был уведомлен, данный документ не поступал в отдел на регистрацию, и сотрудникам не были переданы данные документы для обработки. Опять же, Министерство культуры говорит о том, что данный документ составлялся не сотрудниками Министерства культуры и не был зарегистрирован. Однако Министерство культуры не перекладывает вину за несоответствующую зарегистрированную сделку на «Строймонтаж-сервис». Мы говорим о том, что договор был зарегистрирован в противоречии с действующим законодательством Республики Абхазии. Та форма договора, которая была использована на сегодняшний день, не имеем информацию, кто этот документ составлял и кем он был предоставлен на подпись. Но подписан он был бывшим министром культуры. Да, бывшим министром он был подписан. На этом заседание суда было отложено. Следующее состоится 17 сентября в 14:00. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.